Политические и военные успехи хана усугубили завистливое отношение к удачливому гирею официального Стамбула. Пост великого визиря занял Синан Паша, большой завистник и недоброжелатель Гази-Гирея. Враги хана в Стамбуле пытались оболгать его перед новым султаном, которому нравилось им верить. Очередной отказ хана зимовать за пределами Крыма помог Синан Паше убедить султана в политической целесообразности смещения Гази-Гирея. Но Гази пользовался среди своих подданных заслуженным авторитетом, и ничем не спровоцированное вмешательство в дела ханства наверняка подняло бы волнение. Чтобы не допустить этого, кандидатом на Бахчисарайский престол был избран родной брат правящего хана, его колга Фатх-Гирей. Однако ситуация в Крыму изменилась. Фетх-Гирей не захотел возвращать бразды правления брату. Тогда Гази, не желая братоубийственной гражданской войны, предложил передать дело на решение шариатского суда прямо в Кефе, куда причалил его корабль. Муфтий, посоветовавшись с улемами, вынес свое решение. Престол должен быть возвращен Гази. Братья-соперники подчинились решению муфтия. Когда Гази отправился в очередной поход, Фетх решил захватить опустевший престол. Хан еще не успел переправиться через Днепр, как узнал о событиях в Крыму. Он вернулся. Фетх укрылся в Кефе. Хан осадил эту крепость и охватил ее полукольцом. Видя себя окруженным, бывший колга пал духом и решил явиться с повинной к брату, надеясь на его великодушие. Это было последней ошибкой в его жизни. Мурзы, верные Гази, покончили с ним и со всей его семьей. Гази остался полноправным и единственным претендентом на престол. Теперь перед ханом стояла задача укрепления позиций ханства на международной арене. Недолгий мир с Москвой прекратился, когда там появился Лжедмитрий I, и началась Великая Смута. Самозванец сначала доброжелательно относился к Крыму, пытаясь заручиться поддержкой хана. Но не получив ее, он объявил войну Крыму в 1606 году. И вызов хану был сделан в крайне оскорбительной форме. Лжедмитрий прислал крымскому владыке дары бесчестные, сделав шубу от кож свиных. Эта угроза была серьезной, так как самозванца поддерживали многочисленные и хорошо вооруженные польско-литовские войска. Однако события менялись очень быстро, и не успел поход начаться, как Лжедмитрий I потерпел поражение и был казнен Василием IV Шуйским, у которого не было антикрымских планов. Новый царь пытался заручиться поддержкой Гази, чтобы пойти походом на Польшу. Тут важно сказать о том, что крымский хан вел себя очень осторожно и продуманно. Он не пытался уничтожить ослабленную Москву. Это однозначно нарушило бы польско-московский баланс. После чего Крым остался бы один на один с огромной польско-литовской державой. В конечном итоге его дипломатические старания были высоко оценены Стамбулом. Более того, с 1599 года его постоянно приглашают на турецко-австрийские переговоры, которые касались зон влияния. Стремление Гирея вернуть ханской власти самостоятельность и независимость, по примеру своего прадеда Менгли-Гирея I, вылилось в реформу закона о наследовании престола. У него была договоренность с Мурадом III, что в дальнейшем
ханы сами будут назначать своих наследников. Но после смерти Мурада III новый султан не был обязан выполнять эту договоренность. Забегая вперед, скажу, что авторитет хана в Крыму был столь велик, что после его смерти крымско-татарские карачаи подняли по древнему обычаю на белой кошме его сына Калгу-Тахтамыша, вознеся его в ханское достоинство без утверждения подданных. Газигерей был признанным мастером быстрых и радикальных решений, но еще более выдающимися признавались его способности в качестве мирного правителя Крыма, мыслителя и реформатора. Память о правлении этого блестящего хана не увядала многие десятилетия, но не от того, что в роду Гиреев не встречались столь же одаренные личности. Просто не все они обладали поэтическим даром Газигерея, который он применял и в политике. Газигерей скончался 3 марта 1608 года от чумы, когда возвращался в Крым после поездки в построенную им крепость Гази-Керман. Тело хана было привезено в Бахчисарай, где его похоронили в мавзолее его отца. Так закончилась история выдающегося политика и дипломата, талантливого, военного, мудрого хана, одаренного и любознательного человека. В Крымском ханстве последовала очередная череда ханов. Ханство вошло в новый 17 век, навстречу к новым испытаниям. А недалеко от полуострова, в низовьях Днепра, укрепляло свои позиции украинское казачество. И совсем скоро начнутся неоднозначные и судьбоносные взаимоотношения крымских татар и запорожских казаков.